А приходилось ли вам как-то ночью выйти в степь? Ну, как-то однажды в районе Ширинских озер, возле Белё, я видела потрясающую картину, которая навсегда останется в моей памяти. Ночью на холме лежало два светила. С одной стороны огромный диск солнца, а с другой рядом совсем, буквально как будто в 2 шагах, такой же огромный диск луны. Ночь, степь оживляет всех духов и все мифы нашей земли. И кажется, что как будто вот-вот из-за холма, в этом лунном свете, этих призрачных светил, выскочит древняя конница Чингисхана и промчится мимо, еще долго оставляя гул земли. Вот как ей это удается, нашему композитору Оксане Лахтаевой, использовать современную музыку, какие-то удивительные экзотические сочетания, чтобы передать вот этот древний дух, всю поэзию, красоту, тайну нашей древней земли. Кстати, каждое ее сочинение на сцене превращается в настоящую сенсацию. Это было и тогда, когда мы впервые услышали 3 ее благословения, и нас поразила инструментовка симфонического оркестра, потому что это наш настоящий хакасский авангард на стихи Катаева. Катанова. Затем благословение реквием на стихи гениального Валерия Майнашева. А последний раз, когда наш замечательный хор «Лир» выступал на Всемирных хоровых играх в Сочи, ее хоровое произведение «Слово шамана» было удостоено специальной премии международного жюри. Ну а сегодня мы предлагаем вашему вниманию ее новое сочинение «Квартет» для флейты, баяниста, виолончели и фортепиано. Это, в общем, очень странное, необычное сочетание инструментов, но вы сейчас сами убедитесь, насколько точно они передают колорит нашей национальной культуры. Ну что ж, давайте будем держать руки, скрестив пальцы, будем болеть, потому что сейчас на ваших глазах будет происходить чудо, будет рождаться новая музыка. Встречайте наших солистов.
симфоническим оркестром. Прошу поддержать мою идею. Sim, você para.